Открывая встречу, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев отметил, что между союзами СМИ России и Абхазии существуют давние связи, которые и далее будут развиваться и крепнуть. Наш фестиваль отличается тем, что сейчас полные залы собираются. Нас неожиданно здесь, мы посчитали, что нас 1400 человек, такого никто никогда не собирал такое количество журналистов, поэтому огромный интерес существует и к вашей пресс-конференции, к общению наших союзов журналистов России и Абхазии. С Русланом мы знакомы очень-очень давно, еще со времен телевизионной службы новостей. Когда-то, помните, в 90-е годы был ТСН, телевизионная служба новостей, я был редактором. И как раз мы с Русланом, я по телефону заказывал репортажи из Абхазии. Представители разных СМИ России живо интересовались всем, что происходит в нашей республике. Были заданы совершенно разные вопросы, касающиеся как внутриполитической жизни, так и внешней политики республики. Рауль Хаджимба рассказал участникам встречи о приоритетах внутренней и внешней политики Абхазии. По словам президента, в последние годы в Абхазии решены вопросы, связанные с безопасностью. Создана единая оборонная система. Благодаря России удалось решить многие социально-экономические проблемы. Процесс становления государства очевиден. За это время в стране произошли серьезные перемены. Выстроены вопросы, связанные с темой безопасности. Создан единый практически оборонный контур, который позволяет нам уже думать о совсем других уровнях экономического развития нашей страны. Созданы условия для решения криминогенной ситуации. Это информационно-координационный центр, который содействует процессу решения этих задач. За это время в стране совершенно другой уровень возможностей стал благодаря той же российской стороне, которая содействует по нескольким направлениям. Сегодня в полной мере решаются вопросы, связанные с организацией работ по линии инвестпрограммы, социально-экономическому развитию, что дает основание говорить о том, что и у Абхазии, благодаря этой помощи, есть серьезные подвижки и возможности для того, чтобы уже совершенно по-другому представлять свой бюджет. Глава государства ответил на многочисленные вопросы участников встречи по широкому кругу тем, включая развитие науки и сферы образования, сохранение и развитие абхазского языка, функционирование органов в Фицунском храме, развитие туризма и аграрного сектора в Абхазии, молодежную политику, перспективы развития отношений с Сирийской Арабской Республикой и возможные пути выхода абхазских товаров на широкие международные рынки. Президент также ответил на вопрос о работе независимых печатных изданий в Абхазии. У нас есть несколько изданий, то есть государственных печатных органов, телевидение, которое работает. И помимо этого, вот здесь сидит Руслан Хашиг, уважаемый, который руководит независимым телевидением, которое активно работает. И оно внесло в нашу жизнь совершенно другие параметры. Что касается газет, есть ряд газет независимых, которые активно работают, и никто этому не противодействует. Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг рассказал участникам встречи об атмосфере, в которой работают абхазские СМИ. Последние 2 года мы в государственный бюджет включены поддержка субсидий государства, бюджета на развитие СМИ республики, независимо от форм собственности. И в основном, с учетом того, что все государственные издания финансируются государственным бюджетом, а вот все остальные дополнительные субсидии, которые выделяются на поддержку СМИ, это как раз тот список, который не попадает в бюджет. Это частные издания, телевидение, информационное агентство. То есть это для Абхазии, для поддержки очень сложных финансовой составляющей ситуации, эта поддержка очень существенная для развития абхазской журналистики. Председатель Союза журналистов Дагестана Али Камалов преподнес президенту Абхазии в подарок собрание избранной поэзии и прозы Расула Гамзатова с дополнением в виде аудиовизуальных материалов, выпущенное в честь 95-летия со дня рождения известного поэта, прозаика и публициста. В этом году 95 лет исполнилось бы Расулу Гамзатову. Выпущены все его книги, его воспоминания. А это самый ценный, последний выпуск. Здесь все его стихи, песни,
исполнении всех авторов музыкальный. Это очень ценный подарок, и я хочу, чтобы он у вас был. Вы, вот, когда у вас будет свободное время, слушали и этих песен о дружбе, о взаимоотношениях. Еще раз вам огромное спасибо. Редактор абазинской газеты «Абазашта» Фардаус Кулова обратилась к президенту и всей Абхазии со словами благодарности за трепетное отношение к памяти погибших в Абхазии добровольцев. В 1992 году, когда началась та страшная война, весь Северный Кавказ поднялся, и независимо от национальности мы увидели единство всего Северного Кавказа. Погибли ребята русские, карачаевцы, абазины, черкесы, балкарцы. И я сегодня хочу сказать от имени их родителей огромное спасибо за память и за благодарность. Я вижу, с какими лицами приезжают родители погибших того же Кишмахова, Джанкезова из Абхазии, и сколько слов они говорят благодарности в ваш адрес и в адрес Апсна. Пусть эти слова достигнут Всевышнего и процветает Апсна. Представитель СМИ из Дальнего Востока Наталья Шипулина поделилась впечатлениями о том, как она в 2016 году принимала участие в мероприятиях по случаю Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Вместе с бессмертным полком вашего народа шли, вспоминая ваших героев. Меня потрясло то, что даже ваши малюсенькие детки и то совершенно безмолвно и с почтением шагали в этом полку. И передаю вам благодарность и преклонение дальневосточников перед вашими абхазскими героями. Рауль Хаджимба также посетил выставку фотографий абхазских фотографов «Праздник признания», организованную Союзом журналистов Абхазии на одной из демонстрационных площадок, которая открыта для посещения во все дни проведения форума российских журналистов.